Баршаңызға ассаламу алейкум. Всем доброго дня, мир вашему дому. Сегодня я бы вместе с вами хотел бы посмотреть видео, которое прислали мне по электронной почте. Необычное видео. Видео называется «Чудеса после землетрясения поразили всех». Давайте вместе посмотрим и оценим это видео лайками и дизлайками. Ссылку на видео я оставлю в описании. Один брат описывает удивительные случаи с места завалов после землетрясения. Он говорит, что эти истории настолько удивительны, что даже люди, которые раньше не верили в Бога, после этих историй уверуют. Дети, которых извлекли из-под завалов, рассказывали, что их кормили, поили и играли с ними незнакомые люди. Ребенок провел десятки часов под холодными завалами, и спасатели, когда его нашли, спросили, не замерз ли он. Однако ребенок ответил, что его согревал и обнимал некий человек, который исчез, когда спасатели пришли на место. Также пишут, что двухмесячный малыш почти 6 дней находился под завалами. Двухмесячный ребенок, которого нужно кормить каждые 2 часа. Как он выжил? Спасатели разбудили 5-летнего ребенка, и его дом обрушился, он падал вместе с домом, но кто сохранил его тело и сон? Удивительно, что после 7 дней под завалами 12-летняя девочка отказалась от еды, сказав, что она уже кушала и сыта. Малыш провел 6 дней под завалами после землетрясения. Кто его спас? Удивительная история происходит не только с детьми. Группа спасателей рассказывает, когда мы работали на месте происшествия, к нам подошла женщина и начала умолять спасти ее детей, которые находились в здании. Мы побежали быстро и благополучно спасли их. После спасения детей мы хотели отдать их матери, но женщину никто нигде не мог найти. А позже выяснилось, что мать этих детей умерла 4 года назад. Ассаляму алейкум, друзья! Весь мир в курсе минувших событий, однако лишь малая часть действительно знает о происходящем. Видеть по телевизору – это одно, но быть в гуще событий и воочию наблюдать за всем этим – это эмоционально и физически тяжело. Осознавая все это целью помочь нашим братьям и сестрам, мы с командой Golden Muslim выехали в эпицентр землетрясения. Вы наблюдали сами это по нашим историям. На протяжении всего времени вы просили открыть сбор для них, однако не все так легко. Нам нужно было убедиться с точностью, в чем именно нуждаются люди. Для этого мы дважды посетили этот город, поговорили с людьми, с официальными турецкими фондами. Выполнив эту задачу непростую, мы решили открыть сбор для пострадавших. Десятки тысяч людей в этой местности нуждаются только лишь в горячей еде. Поэтому по указанным реквизитам оказывайте помощь себе. Именно себе, потому что, помогая им на самом деле, вы помогаете сами себе. Спасите себя от ада хотя бы половинкой финика, сказано в достоверном хадисе. Мы ждем вашей поддержки. Все отчеты вы увидите также на страницах, указанных на экране. Ассаляму алейкум рахматуллахи ва баракату. Это просто невероятно, как дети выжили под завалами, лежали столько часов, столько дней. Давайте оценим это видео лайками и дизлайками. Ссылку на видео я оставлю в описании. Всем спасибо, что вы были со мной. Всем пока, всем добра. До новых встреч. Удачи всем.